Якутия – уникальный уголок нашей планеты, со своими уникальными особенностями. Из-за ее обширной территории, площадью более 3 миллионов километров, существует множество населенных пунктов, буквально отрезанных от большой земли. И на удивление столица региона, город Якутск, не является исключением и на сегодняшний день не имеет круглогодичного транспортного сообщения с выходом на федеральные трассы. Располагается он на другой стороне реки Лена, противоположной от транспортных магистралей, ведущих в остальные регионы страны. И все люди, продукты и товары доставляются на другой берег речным путем. Зимой, когда на Лене и других малых реках встает крепкий лед, это, конечно, проще. Формируются новые официальные автодороги – зимники, благодаря которым жители могут добираться по замерзшим руслам в самые отдаленные уголки. Летом сложнее. Перебираться через реки приходится с помощью транспортных барж и пассажирских катеров, что значительно увеличивает время на дорогу. Да и желающих всегда очень много, и часто формируются огромные очереди. И все жители Якутии, особенно центральной ее части, очень давно ждут своего Ленского моста, процесс реализации которого наконец стартовал, но еще предстоит долгая работа по его проектированию и строительству. Ведь этот мост должен стать одним из уникальнейших сооружений мира, построенных в особо сложных климатических условиях вечной мерзлоты. Ленский мост включен в национальную программу развития Дальнего Востока, как один из крупнейших инфраструктурных проектов страны. Но есть и особенно сложный период, когда лед только начинает сковывать реку и еще недостаточно окреп, а местами идет ледоход. Прекращается судоходная навигация, и флот уходит в зимнюю спячку. Но речники стараются, насколько это возможно, продлить работоспособность паромов и минимизировать время полного отсутствия возможности перебраться на другой берег, который в год может доходить до 3 месяцев. Пассажиров еще могут перевозить катера на воздушной подушке, а на помощь паромным переправам приходит Ленское объединенное речное пароходство, ледокол «Капитан Бородкин» и буксир ОТ-2048, куда меня и пригласили увидеть все своими глазами и показать вам.